Давным-давно в старинном городе жил мудрец, окруженный учениками. Самый способный из них однажды задумался, а есть ли вопрос, на который учитель не сможет дать ответа? Он пошел на цветущий луг, поймал самую красивую бабочку и спрятал ее между ладонями. Хитро улыбаясь, он подошел к мудрецу и спросил, какая у него в руках бабочка, живая или мертвая? Ученик крепко держал бабочку в сомкнутых ладонях и был готов в любое мгновение сжать их ради своей истины. Не глядя, мудрец ответил: «Все в твоих руках». Так и в нашей сегодняшней истории будет звучать главная мысль о том, что вся жизнь зависит только от нас самих. И если есть в ней препятствия, например, какое-нибудь заболевание, то с проблемами нужно справляться во что бы то ни стало. Не зря говорят, что болезнь для одних – это крест, а для других – опора. Наши герои, мать и сын, отнеслись к ударам жизни стойко и не побоялись предстать перед лицом страшного диагноза. Поставили диагноз, я поплакала, там муж поплакал, все поплакали кругом, кто связан с моим ребенком и с моей жизнью. Когда в семье рождается ребенок, все ждут счастья. А счастье, оно какое? Оно счастливое, здоровое, оно такое обычное. Да? Когда диагноз поставили, это, конечно, был вот такой шок. Шок, который разделяет твою жизнь на до и после. Параспортсмен, чемпион России по легкой атлетике, многократный победитель всероссийских и международных соревнований Леонид Душкевич – это пример целеустремленности, стойкости, выдержки, терпения и самообладания. Эпитеты к этому спортсмену можно подбирать долго, как, впрочем, и к его маме. Однако роковую роль в их жизни сыграли всего 3 буквы. Детский церебральный паралич. Просто от самого слова паралич тебя саму парализовывает. Весь мозг твой перестает думать, потому что страшно, да, когда впервые слышишь какие-то диагнозы, когда впервые слышишь какие-то эти моменты, мгновения. И этому нас не учили. К этому нас не готовили. И когда все это происходит, и все это внутреннее твое переживание, все это внутреннее твое, перемешанное все, да, и все эти этапы переживания я все прошла. А вообще он, когда был совсем маленький, до года, до рождения, до года, да, он был очень такой, я не скажу, что странный, очень был беспокойный ребенок. Практически ночами не спал, потом у него 8 месяцев у нас, оказывается, есть дисплазия, это мы обнаружили, да. Потом мы ездили к костоправу, исправляли эту дисплазию. Потом он что-то не ходил, не ходит, такой вот. Родился он вообще 2300. Недоношенный ребенок, роды были очень тяжелые, конечно. Рождение ребенка – это всегда чудо. Но когда материнские ожидания не оправдываются, женщина начинает не просто волноваться, она попадает в некий ступор. И здесь очень важно, чтобы рядом оказался нужный человек, чтобы поддержал и дал вектор направления. Рядом с Верой Петровной такого человека не оказалось. Как обычно это и бывает, помог случай. Ставили диагноз, сказали, что инвалидность, дали направление в реабилитационный центр. Я сейчас не знаю, или это был врач, возможно, это был просто техперсонал, да? Но самое важное в тот момент, это был человек в белом халате, да? Белый халат и женщина. И я такая захожу, и тоже же тогда молодая такая, и от всего стесняешься, от всего боишься как-то да, и здравствуйте, а у нас направление, а куда нам пройти, так, да, очень осторожно спрашиваю, и тут на меня: нарожали, тут инвалидов ходят. Я такая, я не поняла, что это было. В тот момент это было для меня уже как будто меня таким ушатом каким-то что-то такое. Но это ощущение того, что отношение всего общества в одноразии, в одночасье, и все на тебя обрушивается. И потом понимаешь, что
бывает же, когда вы маленькие, вас ругают и непонятно за что ругают, да? И ты не виновата, и тебе вот попадается за что-то, вот, например, да? И я заплакала и убежала. Куда я бежала, чего бежала, я уже как-то не помню. Как-то вот в себя пришла, когда уже в парке. Я почему там оказалась, как там оказалась, я вообще не поняла, но я вот в парке сидела на скамейке, сама плакала, и Леня начал плакать вместе со мной и начал задыхаться. А вот из-за этого я вот, как сказать, а ему еще года, год с чем-то, год 3 или год 4, вот такой маленький. Вот. И я тогда успокоилась, и тогда вот начала себя контролировать. Так, Вера, ты должна успокоиться, ты успокоишься, он успокоится. Слава Богу, вот момент, вот есть момент, случай, ситуация, вот все, что хотите, скажите, волшебство есть, да? Я сажусь в автобус, и напротив меня сидят 2 женщины пожилого возраста. А я с ребенком сижу, видно, наверное, что я наплакалась, там да, но главное, что я спокойная, да. И вот слышу знакомые буквы. Знакомые буквы. Она говорит, а где, говорит, твоя дочка с ДЦП, говорит, сейчас? Внучка, говорит, с ДЦП, где она сейчас? А другая бабушка говорит, ты знаешь, говорит, оказывается, в Нерюнгри есть реабилитационный центр, говорит, для детей вот ДЦП. Они туда уехали, переехали, говорит, и сейчас внук начал ходить, типа. И у меня вот уши как локатор, короче. Я все высосала, всю информацию. Всю информацию высосала, да. И вот смотрите, если в тот момент, да, вот эта женщина в белом халате, сейчас я говорю, это ангел в белом халате, да, не сделала бы так мне больно, и я не убежала, и не села в этот автобус, я бы тогда не знала, что есть реабилитационный центр в Нерюнгри. И я, когда домой пришла, уже такая уверенная, захожу, такая, все, я еду в Нерюнгри. Наполненная внутренней уверенностью, молодая мамочка отправляется в чужой ей город. Это сегодня Вера Петровна, известный в республике человек, полжизни посвятивший благотворительному фонду «Харысхал» по поддержке детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья. А тогда она была практически девчонкой, с большой душевной и психологической травмой, не знающей о жизни и воспитании детей-инвалидов ничего. В далекий город с собой она взяла только ребенка, укутав его своей безграничной любовью и позитивным настроем. Когда первый день пошла в реабилитационный центр, я такая внутри себя настраивала, Вера, что бы ни случилось, как бы на тебя накричали, ты не должна уйти с этого порога. Ты должна быть самая-самая, чтобы у тебя, чтобы сына, чтобы тоже получил реабилитацию, и все, но чтобы он научился ходить, и все остальное. И я вот себя настраивала позитивными эмоциями, вот так, да. И прямо с настройкой вот воевать. Вот, потому что когда один раз мы встречаемся с такой ситуацией, тут я уже одела все щиты, короче, вот такая вся настроилась и иду туда, прямо с таким твердым шагом. Бам-бам-бам. Открываем двери, и тут сразу с гардероба такая улыбающаяся женщина говорит, здравствуйте. Я такая, и на меня не смотрит, смотрит на ребенка. Говорит, а кто к нам пришел? Вот так вот встретили. Я еще раз, так, я же пришла воевать тут. Где мои доспехи, короче? И такое отношение прямо. И Леня уже каждый день ходил туда. Вот такое отношение персонала, да, в первую очередь вот персонал, который понимает и принимает таких детей с такими диагнозами, потому что там есть намного сложные диагнозы были, да, и у нас логопеды шикарные были, потому что это, у нас все звуки есть, но есть заикание, такой вот немножко заторможение, задержка речи была, да. Так начались будни реабилитации. Долгие, кропотливые, трудоемкие. День за днем Леню и его маму ждали различные испытания. Вот когда был маленький еще, мы собирались на реабилитацию, да, и нам, родителям было запрещено покупать ботинки на липучках, да,
потому что ребенок должен сам научиться зашнуровать. Вот, это идет мелкая моторика, да. Не разрешали нам кофту с замочками, потому что нужно было все на пуговицах. Поначалу очень долго не получалось. Да. Я помню то, что моя мама показала один раз, как зашнуровываются ботинки, и все, она ушла потом. А потом я, наверное, часа Даже два сидел там, сам шнуровал. шнуровывал, пытался А потом, зашнуровать. когда вот ты спешишь же все равно, да? Да. И я доставала в этот момент ремень. И с ремнем такая... И в таком это вот ребенок одевал. Но самое главное, Я от чтобы этого- я не одевала, Да. да, чтобы он сам одевался. Да. А я... А я от этого хлопка очень боялся и вот делал то, что моя мама говорила. ну, Вот. Сегодня Вера Петровна не устает благодарить реабилитационный центр города Нерюнгри. Вспоминает она добрыми словами весь медицинский персонал, подаривший не только надежду на выздоровление, но и сумевший сформировать из нее позитивно настроенного человека. Ведь, как показали время и практика, только от положительных эмоций зависит окончательный результат. Вот для реабилитации, да, чтобы у тебя была полноценная реабилитация, вот 100%, да, реабилитация, да, если взять, медицинская часть всего лишь 10%. Это 10% твоего лечения вот это идет, да, медикаменты, там, то-то, то-то, 5-е, 10-е, вот именно прямо 10%. 20% это ситуации, случаи, это окружение, это момент, мгновение, вот когда вот ты получила травму или вот диагноз вот так, ну, вот эта форма диагноза, да, а вот 70% это твой позитивный настрой. Это твой позитивный настрой, к которому ты стремишься. Это твой внутренний мир, да, вот 70%. И когда мне вот эту процентовку показали, да, вот медицинскую я вроде сделала, вот эту часть я вроде вот 70%, если я, как мама, могу своей эмоциональной, вот, как сказать, формой или эмоциональной энергетикой могу повлиять на настроение ребенка, то эти 70% я могу вытянуть. И эти 70% могут вытянуть и остальные проценты также, потому что они же в большинстве. И вот с этого момента я для себя сказала, я буду самой счастливой мамой на свете. Это и никто не имеет права испортить мне настроение или что-то, или чего-то, кого-то. Потому что я понимала, что есть связь мамы и ребенка прямо по моему настроению. Когда мы с мужем ругались, он обязательно болел. У него появлялись осложнения, там это, все. Когда у меня все хорошо, у него все спокойно. То есть вот этот эмоциональный фон, да, выравнивать своим настроением. Я вообще очень благодарен судьбе, благодарен Богу, то, что именно я и то, что именно моя мама стала моей матерью. Она, несмотря на мой диагноз, там, ну, были, конечно, трудности, но я очень благодарю маму, то, что она поехала в Нерюнгри и начала со мной заниматься, потому что она хотела, чтобы я был здоров, я был счастлив. И я хочу сказать то, что у моей мамы это получилось. У мамы Леонида действительно все получилось. Вера Петровна приложила максимум усилий для восстановления здоровья сына. Например, чтобы избавить его от сильного заикания, они перепробовали все методы и способы. Это и занятия вокалом, это и игра на таких музыкальных инструментах, как хомус и гитара. Далее, чтобы восстановить опорно-двигательный аппарат, Леня проходил курсы ипотерапии. Но то, что сильно запало в душу мальчишки и дало определенный результат, это спорт. Здесь ключевую роль в свое время сыграли тренеры. Я уже давно занимаюсь спортом, ну, с малых лет, да, начиная
тренажерного зала Мадун. Вот. Я туда ходил, тренировался. Вот. И под руководством Виталия Николаевича Давыдова, он сейчас старший тренер Республики России по пауэрлифтингу. Я участвовал в различных городских, республиканских соревнованиях здесь, в Якутске. Когда я уже систематически занимался, мне удостоилась честь выступить на Играх Детей Азии в 2008 году. Я вот сейчас могу показать форму. Это в 2008 году у меня такая была парадная форма на Играх Детей Азии. Вот. На этих Играх Детей Азии я занял 3-е место по пауэрлифтингу. И я этому очень был рад, потому что такого уровня соревнований, и я попал в тройку финалистов в 2012 году. Вот. Тоже были Дети Азии, проходили, и мне тоже удостоилась честь выступить на этих Играх Детей Азии. Занял 4-е место по пауэрлифтингу. Вот. Ну, ничего, в спорте все бывает, и проигрыши, и выигрыши. Я не падал духом и все равно занимался спортом. Перешел на легкую атлетику, начал бегать. На первых соревнованиях завоевал 2-е место. Я был очень доволен, я был очень рад и благодарен своему тренеру Василию Андреевичу Аленову за то, что он подготовил меня на этих соревнованиях. Искренняя благодарность Леонида своим тренерам и по сей день живет в его сердце. Ведь это именно те люди, которые поселили в его душу уверенность и вложили в него все мужские качества. Однако хочется отметить в этом деле и его маму, которая в прямом смысле слова привела сына в спортзал за руку. Никто не знает, каких усилий ей это стоило и какой разговор у нее состоялся с первым тренером Лёни, Петром Давыдовым. И в первое время он мне поставил условия. Вера Петровна, если вы хотите, чтобы я занимался с вашим сыном, нужно, чтобы вы с ним вместе пришли. А для меня физкультура это вообще... это где, типа, ну это что, о чем, типа, вот такой вот, аж это такой, я в детстве была освобождена от уроков физкультуры, например, да, для меня вот эти спортивные объекты, это просто, ну, здание, ну, мимо прохожу, вот такой вот, и никогда не думала, что я еще туда внутрь зайду и что-нибудь там буду видеть, вот такое, да, и очень долго себя настраивала. Вот говорят тренера, да, что сложно собрать спортивную сумку, положить туда кроссовки и спортивную одежду. Вот этот процесс у меня длился очень долго, наверное, не 1 месяц. Вот. Но потом я забрала все силы, так, и, ну, все равно же мне нужно, что сына отводить-то, вот надо, и купила кроссовки, это был долгий процесс, потом себе спортивный костюм купила там, и, ой, я даже цвет помню первого своего костюма, он был розовый, вот такой, вот, и потом, и привела я его в тренажерный зал. Тогда вот этот большой зал, вот этого пристроя еще не было, Мадуна, и тогда вот этот большой зал, он был такой, и вот как заходишь, вот это железо, и я как будто, и у меня ассоциация такая, я немножко прикрыла глаза, так, классно же, это же гараж, потому что мое детство прошло в гараже, можно сказать так, я дочь механика.
Вот, да. И я все время вот с отцом, и у нас с отцом очень близкие отношения были, да, и с отцом у нас очень такие теплые, такие вот прямо отношения, и вот я все свое детство с ним находилась в гараже, и вот этот звук железа об железо, вот это все, просто запаха мазута там нету, но вот именно вот этот звук, и я частенько просто приходила, закрывала глаза и уходила в детство. Так детские воспоминания Веры Петровны помогли ее сыну исполнить главную мечту – быть не просто спортсменом, а стать победителем. Сегодня Леонидом гордится не только мама, но и вся республика. В 2014 году, как все знают, была Сочинская Олимпиада зимняя, да? И здесь, в Якутске, проходила эстафета паралимпийского огня, да? И мне удостоилась честь выступить на эстафету паралимпийского огня. Я еще учился в училище Олимпийского резерва. Я учился на педагога по физической культуре и спорта. И когда я заканчивал, я в своей дипломной работе выпустил методическое пособие про проведение паралимпийских уроков. И я как бы оставил себе на память этот факел. Проводил детям паралимпийские уроки. На этих уроках я всегда носил свой факел. Спорт для Леонида – это не только образ жизни. Прежде всего, это способ самовыражения. Ведь благодаря ему Леня выдержал все жизненные испытания и познал мудрость бытия. Он понимает, что за каждым падением всегда будет взлет. И непременно в эти минуты рядом будет мама. Не зря говорят, что за каждым чемпионом стоит сильная мама. Самая дорогая награда для меня было участие в Всемирных играх Айвас, которые проходили в Чехии, Прага. В своей жизни я впервые был за границей. Поехал защищать честь России на дистанции 1500 метров и завоевал бронзовую медаль. Показал на все 100% свои силы, возможности. И самое главное то, что он, вот его глаза горящие, когда он приходит в соревнования и говорит: «Мама, золото! Мама, золото!» Вот такой вот. И вот я видела всегда вот этот результат. Я ждала, когда он будет, то есть, когда он рассказывает вот эти моменты, там когда, как он там соревновал. То есть мне больше интересен, как он пережил вот этот момент, да, а не сам факт, то, что я там рядом стою и там болею вот так вот, да. Перед стартом волновался. И вот когда дает старт, да, и вот я начинаю бежать, и ты про себя думаешь сначала. Главное держать темп. И не сбавлять темп. Когда приближаешься к финишу, уже отдаешь все свои силы, всю свою энергию в этот бег, и ты газуешь. Соревнований в жизни Леонида было великое множество, и каждый раз он привозил оттуда призовые места. Но однажды в Смоленске на очередных соревнованиях случилось непредвиденное. 19 февраля 2019 года. Я вот даже день помню, да? Кубок России. Я каждый год участвую на этих соревнованиях. Вот. И эти соревнования для меня были самыми обычными. Вот. И вот в первый день соревнований у меня была дистанция 1500 метров, 7,5 кругов, да? И
я помню то, что передо мной этот был соперник, который я хотел обогнать его. И оставался один круг. Прохожу один вираж и про себя говорю: все, я больше не могу бежать, типа, да? Потом подхожу к второму виражу, а там уже все орут: Леня, давай, чуть-чуть осталось, давай, типа, меня поддерживает, да? И в этот момент меня переключило. Я начал набирать скорость, да? И я очень близко приблизился к сопернику. На старт выходят и финиш, вот, ну, круг бегают, там идут, и я смотрю, вот где финишируют вот на той стороне, и я глазами потеряла сына. Вот. Потеряла сына, еще не могу понять, почему он не финиширует, где он, чего он. Хотя он уже был вот практически на передовых, у него там перед ним буквально один На финишной прямой был. Да, вообще. уже на финишной прямой был, да, и у него очень, ну, хороший такой, ну, достаточно хороший результат был как-то. И смотрю, люди с носилками бегают, и кто-то там сказал: ты, Леня упал там. И я подбегаю, я не знаю, как я очутилась вот через стадион, вот весь туда, пробежала туда, и смотрю, Леня лежит, держится за ноги, вот, да. И я вот сразу руками так ноги, и понятно, что сломано, но мы смотрим в глаза друг друга и говорим: Леня, все хорошо, ничего не сломалось, едем. Вот так вот. И прямо вот, ну, только глазами разговоры такие, все. И мы быстро, ну, главное, чтобы быстрой паники не было, да, вот, все хорошо. Главное, что мама сказала хорошо, значит, все хорошо. Семья вновь испытала очередной стресс и волнение. Однако не в их правилах унывать. Все тот же позитивный настрой вывел Веру Петровну на правильный вектор развития. Так в семье Душкевич появилось новое увлечение, уже более осмысленное и глубокое. У нас есть просто семейное хобби, да. Хобби наше – это массаж. Потому что с его диагнозом без массажа никак, потому что мышцы то забиты, то спастика, то другое, то пятое, то десятое, да. Особенно после, в момент, когда у нас начались тренировки, вот у нас мы все это тренировка, массаж, тренировка, массаж, тренировка, массаж. Я люблю очень стопы. Вот, да? Потому что стопы – это практически трафарет нашего организма. Это дисплей нашего организма, да? То есть буквально вот через стопы можно увидеть все проблемы кишечника, проблемы глаз, проблемы рук, ног. Вот это все вот прямо можно даже увидеть это все именно в стопах, да? Организм человека, он такой комплексный, его не надо разделять на части тела и на части, вот этот, как сказать, части органов, то есть почки, печень, сердце отдельно не бывает. То есть если есть какая-то причина в этом, где болевые ощущения, да, это уже звоночек к тому, что за болезненное ощущение, то есть звоночек к тому, что откуда эта причина идет, почему сигнал делает наше тело, вот, да, и вот именно разговор с телом, потому что иногда бывает, что я сама хочу стопы сделать, а тело говорит: прости, дорогая, делай мне руки. Вот, да? Или же, прости, мне нужно вот плечи, или мне нужны колени, или мне нужно вот этот. То есть тело, оно разговаривает, именно тело, вот, и сейчас вот у меня Леня учится уже на массажиста, получается, да, его, конечно, мечта стать спортивным массажистом, а он очень хорошо вот дренаж лимфы делает, вот это все, да. Массаж – это все-таки основа такой именно профилактики. И когда у нас перелом был, да, там момент вот сращивания костей, он очень долгий. Но мы работали с ним, вот я каждый день приходила к нему, и чисто вот энергетически. У каждого человека есть свой потенциал саморегуляции и самовосстановления. Мы дети природы, да, и нужно только вот, ну, чуть-чуть прикоснуться,
поговорить и сказать, надо выздороветь вот в таком плане, да, типа. А вот массаж тоже помог нам ходить, научиться ходить, и он у меня начал ходить где-то в 5 лет. Вот, да, первые шаги, но уверенные шаги. А так, конечно, он начал ходить вот, ну, уже более самостоятельно, уверенно, это в 5-6 лет. И, конечно, для меня это было поздно. Я сейчас вижу, когда годовалые дети ходят, для меня это такое усю-сю, потому что в моей жизни вот этой эмоции не было. И поэтому дорогим родителям я хотела бы сказать, чтобы они видели, увидели и вот наслаждались вот теми моментами, которые у них есть сейчас. Когда они видят, как ребенок бежит, когда он бегает, когда он прыгает. Но вот это и есть счастье, вот материнское. Счастье матери поистине заключается в здоровье детей. Его нужно уметь ценить. Первая улыбка, первые шаги. Для обычного человека это так естественно, что порой он не ощущает всей этой значимости. Только познавшему все трудности и горести дано понять и осознать счастье простых вещей. Поэтому, когда наступает новый виток событий, человек уже по-другому относится ко всем подаркам судьбы. Самый счастливый день это был, когда я познакомился со своей девушкой Таней. Вот. Мы с ней познакомились в интернете, общались по WhatsApp, потом постепенно начали по видеосвязи общаться. 3-4 месяца общались с ней, просто как друзья, а потом в конце лета мы встретились с ней, и я тогда влюбился в нее. Влюбился и до сих пор люблю ее очень сильно. Мы уехали во Владивосток отмечать Новый год. Вот. Вдвоем только были. Вот. Ходим на катки вот, зимой. Да. Ну и пытаюсь я помогать родителям моей девушки. Он уже взрослый молодой человек, совершенно самостоятельный. И мама, конечно, ну, последние, это, наверное, уже после Москвы, когда мы переехали, да? Да. Уже как-то чувствуется одиночество такое, вот, да? Не за кем заботиться, короче. Вера Петровна, вырастив и поставив на ноги единственного сына, теперь дарит свою энергию людям. Будучи деятельным человеком, сегодня она посвящает себя не только общественным делам, но и занимается сопровождением детей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях. Кроме этого, так сложилось, что в последние годы она увлеченно занимается преподаванием якутского языка. Те, кто хотят учить якутский язык, да, и чтобы у них была возможность. Я просто как передатчик, да, а все самое, они же сами все это делают. И, конечно, молодцы-то они, вот, и то, что они хотят это, то, что им это важно, то, что они свое время уделяют на изучение якутского языка, да, если даже они не говорят на якутском языке чисто, вот, прямо литературно, да, но пусть разговорный будет, да, пусть ребенок понимает об этом, да, ну, тут по-якутски понимает. Тут нужно не прямо 10 дипломов иметь, а вот умеешь говорить, ну, разговаривай с детьми на якутском языке, вот. И самое главное, чтобы детям это нравилось. Занятия проходили очень интересно. У меня, как говорится, не было такого вот лекторского или какой-то вот строгой такой программы. Все обосновывали на традиционной культуре. То есть мы говорили об исэхе, мы говорили о сенокосе, читали просто якутские короткие эти книжки, да, вот стихи читали и общались, и, конечно же, делали кырчах. А ытык у меня всегда с собой. Я куда бы ни ездила, куда бы ни приезжала, даже временно когда-то я уезжаю, я всегда с собой беру ытык, потому что ытык — это такая вещь, которая, вот, наверное, прямо соединяет
именно наши женские вот начала, да, вот мамы, бабушки, вот именно эти, вот и вот этот предмет для меня, он объединяет всю женскую линию моих предков. Вот, да, и поэтому я всегда с ней хожу, вот. И, конечно, вот Кёрчах это тоже сам весь процесс, это тоже, конечно, очень особенный процесс и для меня, и для сына, и для моей семьи. Семья в жизни каждого человека – это крепкий тыл и опора. И мама в цепочке человеческих ценностей играет самую важную роль. Создает уют, хранит очаг, воспитывает детей. Мама словно ангел-хранитель, оберегает от напастей и вовремя дает нужный совет. Ведь только она руководствуется главным чувством – чувством любви. Именно оно творит истинные чудеса. В этом и состоит вся тайна материнской любви. Ну а если вы не верите в ангелов, просто посмотрите в глаза своей мамы.